уже 6-й год подряд жителям Владикавказа представляется уникальная возможность бесплатно посетить самые интересные выставки в городе. В этом году акцию «Ночь в музее» приурочили к особенной дате – 70-летию Победы. Целый ряд интереснейших экспозиций подготовили сотрудники Национального музея. Там развернулась выставка «Великая Победа великой страны», где представлены реликвии, повествующие о подвигах великих героев. Это редкие награды, обмундирования, письма, плакаты, карты наступательных операций, в том числе и карта обороны Кавказа, импровизированный военный подпольный уголок, медицинские инструменты времен Великой Отечественной. В выставочном зале зрители также смогли смотреть фильм о войне. Акция «Ночь в музее» проводится ежегодно, уже 5 лет, в этом году 6-й раз, и посвящена она 70-летию Великой Победы. Вся тематика направлена и посвящена вот этой победной дате. У нас во всех филиалах проходит акция, у нас 11 филиалов, не только у нас на территории нашего города, но и на территории республики. Особый интерес у горожан вызвала массовая акция «Самое долгожданное письмо». Посетители оставляли на белых листах бумаги слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. А тем временем рядом с музеем студенты Владикавказского художественного училища рисовали плакаты. «Искусство против войны» – главная тематика их работ. Для любителей древности в этот день открылась выставка «Даргавская красавица». Уникальные женские и мужские костюмы, предметы быта и орудия труда. А для тех, кто любит поэзию, был организован поэтический флешмоб. Ученики 13-й школы читали стихи о войне. В перерывах между чтением стихов можно было размяться. Веселый танец учащихся Владикавказского лицея искусств раззадорил всех вокруг. Чтобы участники акции «Ночь в музее» не проголодались, сотрудники МЧС развернули для них полевую кухню. Любой желающий мог ответить гречневой каши и ароматного чая. Акцию посетил председатель Совета ветеранов республики Султан Кабулов, который наградил призеров-шахматистов. Шахматный турнир – это еще одно мероприятие в рамках акции «Ночь в музее». В этот же день многие жители Владикавказа решили передать в музей редкие семейные реликвии. 9 мая семья Кисеевых приняла участие в акции «Бессмертный полк». Внук участника Великой Отечественной войны, младшего лейтенанта Цуцка Кисеева, теперь гордится фотографией деда в фондах Национального музея. Во время открытия 9 мая этой выставки я зашел сюда, я очень сильно удивился. Тут, не знаю, тут очень много хорошего было посвящено 9 мая. Я увидел то, что я еле сдерживал слезы, когда смотрел на все это. И вот у меня, у папы, у мамы и младшего брата возникла мысль. 9 мая по всей России проходила акция «Бессмертный полк». Ну и вот мы решили, нам сделали 2 фотографии. И мы решили одну фотографию подарить в музей. Ну, как бы дать. А в Республиканском музее истории Владикавказа развернулась выставка прикладника поэта, ветерана Великой Отечественной войны Василия Серебренникова. Для творчества он выбрал металл. Это чеканка по алюминию с применением дерева, латуни и смолы. Этажом выше проходила фотовыставка с изображением памятников республики. Здесь и фотографии битвы за Владикавказ, и панорамы ночного города. На выставке также можно увидеть старинный рояль, подаренный нашему городу династией барона Штенгеля. По соседству макеты кабинетов Кирова и Орджоникидзе. Даже пулемет «Максим» и тачанка времен войны. Просто этот праздник, как он называет его, со слезами на глазах, просто хотелось бы, чтобы его больше никогда не было, такого праздника, кроме вот этого дня 9 мая. И чтобы никто никогда на всей планете, никто никогда не сказал больше. Просто он не вернулся с боя. У меня все. Жителям надолго запомнятся все яркие события акции «Ночь в музее». Впервые она прошла в Берлине в 1997 году. Эту прекрасную идею принимают по сей день музеи по всему миру. 16 мая – день, когда посетителям открываются двери всех выставочных залов, чтобы еще раз напомнить о том, что было, чтобы не допускать ошибок в том, что будет. Дзира Сабагаева, Зелина Губурова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Thank you.